Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уже утро второго дня нашей рыбалки с Володей. Вот. Приехали мы вот на такое место, называется Прохладка. Это такая вот речка. И в этой речке сегодня мы попытаемся половить на фидер. Вроде рыбка он уже плескается, плотва. Объект нашей ловли будет плотва. А вторая рыба какая, ты говорил? Плотва и густера. Густера, вот. Также приезжают другие люди, тоже выгружаются. И здесь есть такая особенность: нужно ставить машину вот в территорию, огороженную территорию частную. Тут не знаю, какая-то стройка идет. В общем, 200 рублей парковка, поэтому наличку всегда с собой надо брать. Вот мужики приехали, не знали, что тут нельзя оставлять машину. Вот, сейчас они будут отгонять. А мы с Володей заехали, сняли 200 рублей. Вот. Вот такое вот место. Это залив, получается, и речка. Она вот втекает туда, в залив, получается. Вообще Калининград весь соединен с всякими различными каналами. Вот. Вот такой камыш высочайший. Просто я вот даже до верха не достаю. То есть те верхние метров по 3, наверное. Камыш такой высокий. Клещи. Клещей очень много. Володь, клещи будут? А? Клещи тут есть, да? Скорее всего не будет здесь. Скорее всего. А, Но здесь это не точно. Но здесь может быть не быть клещей. Слава просто дико боится клещей. Я всех, да, больше всех я боюсь клещей. Так, ну вот мы тут сейчас с Володей готовимся. Значит, я буду рыбачить с лодки, потому что здесь вот пока подмерзшее, но скоро это все растает и превратится в слякоть. Вот Володя в сапогах. Ну, в лодке тесновато, поэтому он будет рыбачить с берега. Пойдет немножко туда, вроде как хочет пойти. Ну, а я буду сидеть в лодке. Вот, отсюда бросаем туда. Ширина реки где-то метров 30, 20, ну 30 может есть, не знаю. Хотя тут 20, наверное, все. Вот, вода, по всей видимости, была повыше, потом чуть-чуть отступила. Рыбаков уже не так много с утра. Ну, ехали, там-сям сидят, некоторые ругаются, машут, что вы тут ездите и так далее. С утра пораньше. Вот. Ну, все ждут прям вот поплывучку. Мужик закинул кормушечка, фидерок. Мы сейчас то же самое будем делать. Так, Володь, ну как там, что там оснащает этот фидер-то как? Ну, оснастка будет инлайн. Маленькая кормушечка, здесь она хорошо держит. Вот. Мы не будем там по спецовому делать. В принципе, этого не особо там обязательно. А ты поводок ставишь, да? Да, потом поводок поставим. Карабины, конечно, немножко не той системы мы взяли. Хреновастые. Так, подожди, как нужно делать это, все это дело-то? Вот ты цепляешь на конце, на самом, да, кормушечку? Сейчас покажу. Карабин должен быть другой системы, да? Ну, нет, просто это неудобно, нормальный. То есть вот, получается, оснастка, кормушка на карабине скользит по основному шнуру. Подожди, а на чем он скользит? Как у него там? Карабинчик. Какая-то резинка, да? Нет, просто карабинчик. А здесь как упор стопор стоит. Резиновый, все. Здесь стопор, а потом здесь на карабинчике. А сюда уже мы вяжем уже леск, ну, с крючком. Один поводок, один крючок. Все. И этого достаточно. Сейчас поводочек сделаю. Угу. А поводок ты делаешь из другого чего-то, ну, да? это леска уже будет. Леску сюда ставлю 0,2, потому что, ну, бывает тут хорошая плотва. Тонкий я пробовал, там 0,14, где-то в бровку упрется, порвешь. Вот. А поводок должен быть длинным? Сколько сантиметров? Я где-то делаю сантиметров, наверное, 50-70. Здесь течение присутствует, и она получается. Ну, сейчас небольшое течение, можно, в принципе, покороче, но это надо как бы экспериментировать. То есть сегодня, в принципе, слишком длинно не обязательно сделать. Вот, сейчас сантиметров 50, наверное, сделаем примерно. Ну, в общем-то, все.
Так, вот это, короче, такой, ага. Взял крючок. Так, ну там понятно, там привязал, да, это все дело сделал. И привязываешь вот к этому куску. А, тут у тебя петля, оказывается. Да, там петелька и петелька в петельку. Петелька в петельку будет вставляться. Понял. Потом если оторвешь, просто берешь опять петельку. Да, меняешь просто поводок и все. Но опять делаешь такой же. И... Да. Ну, обычно они даже готовы, продаются. Ну Готовы. тут оторвать можно, да? А? Оторвать здесь можно, да, Ну, запросто? маловероятно. Как бы не так, чтобы очень, но если в бровку где-то упрешься только. Ага. Но в основном вот здесь вот это месте, именно в этом месте зацепов вот не было. Я здесь видел. Где-то в других может быть. Бывали места без зацепа. Здесь на поплавочку, да, можешь пооборваться. Что вдоль кромки берега ведешь. Поплавочку именно. Угу. Ну, вот получается, вот я думаю, такого поводка будет более чем достаточно. Ну, длинный. Не длинный. Сегодня течение не такое большое. То есть, в принципе, слишком длинный. Ну, вообще это все как бы... зацепился. Вообще это все как бы надо, ну, экспериментировать. Где-то больше вязать, где-то короче, где-то длиннее. То есть, по идее, надо по-правильному, по уму сейчас закормочной кормушкой, то есть заклипсовать какое-то место, кормить. Ну, я думаю, смысла нету большого. Сейчас просто пробрасывать, короче говоря, и какое-то одно определенное место, где я обычно бывает, как поклевка идет, в каком-то месте. Кидаю постоянно, подкармливаешь, и в это место начинаешь клипсовать. Вот. И все. Тут не выискиваю там бровки и такое вот. То есть, я не большой специалист в фидере, как бы так, только учусь, можно сказать, всю жизнь. Так, ну в общем все, сейчас корму и прикормку замесим. И вперед. Так. Что у нас сегодня на прикормку? Вчера взяли, Женька, попробовать, не знаю. Я особо прямо там не заморачиваюсь на этот счет. Прям какой-то там супер-пупер прикормка какой-то определенный. Надо прям такая... Эх, блин. Такие пакеты, ладно, надо убирать. Где-то пакеты мощные очень. Надо убрать. Ветер пока не обещает, так что не сдует. Пыль прям дошла аж. Ну, я, конечно, еще люблю, видишь, то есть вчера, блин, поздно закончил с этим монтажом. Я еще люблю на пачку прикормки пшенки. Запариваешь, и она получается еще такой прям состав в кормушку хороший. Это здесь такая меленькая фракция. Ну, это плотвинная будет. Запах хороший. А салака для прикормки, да? А? Салака на прикормку, да? А, там осталась салат? Да. Ну, выброси ее. Не выброси, я ее, знаешь что, я может быть ее это, попробую на это сделать, на приманку. Да, ну, Слав, не пальцы. На кишки. Попробую на кишки, на салачьи порыбачить. Ну, попробуй. Или на глазик. Ну вот, в общем, друзья, будем здесь кидать, прокидывать. То есть там какое-то место одно определенное будем кормить. И думаю, рано или поздно что-нибудь поймаем. Цель не наловить много рыбы. Цель вообще попробовать порыбачить на фидер, собственно, здесь. Потому что нынче придется практиковать его в Якутии. Я думаю, будет интересно, друзья. Ждите сюжеты. Раз. Вот он насаживает вот так вот опарик. 2-3 Слушай, опарика. ну такие толстые опарыши у вас. У нас, прям. да, хорошие опарыши здесь. У нас прям шикардосовские. Все, баночку только не забывай закрывать. А то они все я понял. Есть специальная коробка, блин, для опарика. Куда ты ее дел? Все, не сильно, не плотно Пальцем уплотняешь. Пуляешь примерно. Ну, где-то в центр и ближе. Дальше, в принципе, не особо обязательно. Ну, На конце перехлёст. у тебя не только на конце, у тебя... А, ну да, на конце только. На конце.
Ну вот он так замучает делать постоянно. Не, ничего подобного. Приноровишься, ничего не будет. Угу. И такой вот короткий заброс. Такой вот не длинный. Достаточно вот так. Это пока первоначально. Сейчас, если будет поклевка, надо будет клипсануть. Вот за это. Да, понял. И потом, когда бросаешь, ты просто вертикально увеличишь, чтобы она самортизировала. И все, в общем-то. Все, ложишь его к себе сюда и жди поклевку. Ну, короче, все равно надо бросать-то, кидать надо постоянно. Перебрасывать, там, подкармливать какой-то участок. Немножко надо левее кидать. Ну, положи удочку, как тебе здесь удобно. Понял. Не вижу, как тебе удобно. Ну, А я пошел своим контентом заниматься. давай. Тебе наладили, пошел я свой делать. Ну вот, друзья. Володя мне все показал, сделал, в общем, все понятно. Будем продолжать контент, как говорится, пилить. Вот. Ну, потом попьем чайку. Там у нас есть еще этот достер. Володь, потом попьем чай к обеду. Да чай там у тебя термос стоит, бери любой. Я вообще люблю постоянно чай гонять. Есть вчерашняя салака, друзья. Пахнет прям шоколадом. Ну, она полежала в ведре с прикормкой. Вот. Попробую на салачи потрошки и так далее. На глазик, если что. Володя, а что ты этого опарника каждый раз меняешь или? Нет, если не нормально, зачем их менять? О, Сейчас далекого заброс прям такой коротенький делай. Не делай далеко. да я что-то как-то силы не могу рассчитать. Да, просто, ну вообще не вкладывайся, просто так аккуратненько. Раз, опачки. Вот, Ну ладно. самая типичная. Будем пробовать сейчас. Ну, сейчас хороший поклевка. Ну, оттуда сейчас немножко пролетает накидыш. Вот. Небольшой, может быть, После 4-го заброса вроде как только научился забрасывать недалеко здесь, вот, посередине. Володь там уже поймал две маленькие густерочки, вот такие вот. Вот он их отпустил. Видимо, густеры еще крупнее бывают в этих местах, поэтому вот. Будем посмотреть, как говорится. Сейчас, короче, на катушке есть такие маленькие клипсы. Вот. Если будет сейчас поклевочка, то я клипсуюсь, вдеваю в эту клипсу леску, ну, плетенку. Следующий заброс у меня получается будет на том же уровне. Но нужно место будет пытаться в то же кидать, когда она будет почти рядом ложиться. Ну, Володя постоянно клюет, говорит. Забрасывает, несколько минут посидит и сразу поклевочка. Ну, не знаю, я думаю, может попробовать на потрошки. По нашему. Вчера мы ловили салаку. Одна салака в лодке. То есть в этом ведре осталось лежать. Ну такая вот салачина. Ну да. Посмотрим на кровь, как она будет реагировать. Давайте попробуем.
носорог, это наша рыба. Плотва. Ну хотя, знаешь, это не сорога, я посмотрел. Не сорога? Не. А чё? Ну глаза не совсем не как у нашей. Да. По-моему, больше как-то вот на чебака похоже. Что-то такое. Не сорога, чебак. На чебака похоже, на колымского. Ух ты! Прям сошел кто-то, прям ну, хороший был. Досада прям. Досадный такой сход. Ай-ё. Подожди, а что такое? Скоба. Нет, там все срезал он. Леску срезал, плетенку. Я это не закрыл, дёр с кобой. А, да, наверное, об клипсу срезал. Об клипсу срезал. Наверное, рванул. Все, надо переделывать. Все. Все, контент закончен. Контент Ну иди закончен. на мой садись ловить. А я сейчас, в принципе, для контента по большому счету хватит. Давай мне ее сюда. Че я туда пойду-то как? Давай, в принципе, мы это, чайку попьем. Короче, друзья, я забыл закрыть скобу, подсекал и оторвал там Володину самую любимую кормушку, так скажем, оставил. Моя любимая кормушка. Я таких сейчас хрен где купишь. А да? Да, их нету нифига. А ёлки-палки, ну спишь. Я поймал Один бы, расход от поймал. меня, один расход. Ни рыбу не поймал нормально. А, давай тащи. Я поймал твою кормушку. Давай. Ты можешь сейчас ее собрать обратно на узел. Твою снасть. Ну давай, сейчас. Как бы это не Володя ее, кстати, поймал. Помнишь, как ты мою блесну спасал? В щуке, правда. Да. Вот. Поэтому Давай сейчас. поберем сейчас. Ну. Там связать надо будет, да, получается? Просто свяжем ее на узел. Господи, там плетенка-то убитая, там это самое, пофигу. Не, ее все равно надо его перевязывать. Вот. Давай лучше ее вытянем. Да зачем? Я сейчас свяжу, все нормально будет. Не, а плетня уже старая все равно в этом Да нет, нормально все будет. Ты ее чисто обрезал. Чуть-чуть. О, и поклевка идет в руку. Тун. Да, я же его подсёк. А, пропускай через кольца мне конец дай. Я сейчас свяжу нормально. Ну вот, друзья, чуть-чуть не остались без снасти. Это идет кто-то. Нормально, рыба идет. Володь, вытащил. Да, точно. Вот, небольшая, но мелочь, но приятно. Так, друзья, есть поклевка. Вот. Я даже чувствую, что я кого-то тащу. Ну, небольшой, конечно, но мелочь, а приятно, как говорится. Густерочка такая. В общем, научился я маленько ловить эту рыбку. Володь, а этот заглотил прям паразит. Ну, вытаскивай как-то. У меня это приспособы нету нифига, куда-то делал.
Ну да, тут, по-моему, нужна такая специальная штучка. Да. В рот ее засовывать. Дерни посильнее, все, может выскочит крючок. Резко прочно. Ну я там просто боюсь ей порвать. Вот. Все. Обычно она так поддернешь чуть-чуть, она выскакивает. Вот. Вот такая вот небольшая густерочка. Густера. Интересная рыба, конечно. Давайте еще одну попробуем поймать. Там время есть еще же, но у нас. Ну, полчасика будет, ну до часа. Ну давай, может быть, сейчас пока может. Ну вот, дорогие друзья, на этом сегодняшнюю рыбалку мы с Володей заканчиваем здесь, в этой реке Приголя, в Калининградской области. В общем, что я для себя подчеркнул в этой рыбалке, то что, ну, в принципе, можно сказать, чуть-чуть освоили фидер. Вот. Будем, наверное, летом попытаемся попрактиковать. У меня там один фидерок какой-то был, 100 лет его лежит. Вот. Ну вот, в общем, все не так уж и сложно, оказывается. Вот. Поэтому главное, единственное, что не получилось, ну, это половить карася у нас с Володей. Но завтра мы еще попрактикуемся на леще и так далее. В общем, у меня было несколько поклевок нереализованных. Ну, как бы опыта еще мало, поэтому вот. Сейчас мы накачиваем лодку. Сегодня у Игоря Вячеславовича день рождения, поэтому хочу ему пожелать здоровья, счастья. И сегодня мы ему должны сделать подарок, поэтому надо ехать пораньше. Да и вообще планировали сегодня до обеда только порыбачить. Вот. Ну что, друзья, продолжаются наши приключения в Калининграде. Сейчас мы подготавливаем машину. Володя хочет маленько сполоснуть лодку. Сдуваем ее. Грузим все в машину. Садимся и едем. Порыбачили на Густеру. Дедушка здесь вот ехал, говорит, дальше был там. Он ловил, получается, плотву. Плотвы, говорит, очень много он наловил, килограммов 10. Вот. Хотя мы выехали отсюда в одинаковое время утром, но он наловил больше. Ну, Володя вот так вот быстренько моет лодочку. Ее не сложно, да, Володь? Не, ну пока она свежая все. Мы сегодня ее засрали в основном. Но... Она-то, ну, она была не чистая, но, по крайней мере, сейчас тепло, можно этим заниматься. Да, да. Сейчас быстренько ее обтереть, обмыть и ехать дальше. Нас ждет контент, нас ждут дела.